Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую вас всех. Вот, сегодня решил сделать короткий эфир, но я буду недолго здесь. Просто прочитать вас, видеть-то не вижу вас. И если у вас есть там вопросы, то постараюсь ответить на них. Ну, в общем, цель моя и цель этого эфира такова, что я просто хочу показать, что я жив, здоров и все нормально. Мне люди пишут, я не успеваю отвечать, поэтому вот решил показать себя. И к вопросам. Аль-Батар, мое имя Анзор. Как ты сказал, терки, то есть разборки между собой, я ни в каких разборках не участвую и не собираюсь участвовать. Это не мое. Я занят другими делами. Вот. Вот такие дела. Так что это вопрос не ко мне. Ва алейкум ассалам. Ахмад Ахмадов. Кто я? Чеченец я. Здоровья вам тоже здоровья. Ичкерия будет свободна. По-любому мы уверены и никогда надежду не теряли. Будет, иншаллах. Вы видите будущее Кавказа как Горская республика или что-то иное? Нет, я не вижу Горской республикой. Я сторонник того, чтобы было продолжено дело тех лидеров, которые отдали свои жизни, и тех наших братьев и сестер, которые отдавали эти жизни в войне против российских оккупантов. И ничего здесь нельзя и вообще не нужно что-то переделывать. У нас есть то, что есть, и просто надо вернуться к этому и достроить то, что начали наши лидеры. То есть я имею в виду Чеченскую республику Ичкерия. Наши лидеры хотели создать свободное чеченское независимое государство. Аль-Батар, қайтырсым, дұқнақ олыш, дұқнақ йоққице, цундерсом вула велаш, там проблемяться. Так, Энорка, про Тумсо новости. Ну, я скажу так коротко, у меня действительно нету никаких пока новостей. Вот. И лишь то, что я говорил раньше. Если бы наш брат Тумсо был бы убит, то об этом уже власти давно бы сказали. Но там, видимо, происходят другие дела. Поэтому я сейчас ничего добавить насчет этого не могу. По моему мнению, Соединенная Республика Кавказа – это наше единственное на данный момент будущее. Ну да, единство на Кавказе, но я считаю, что мы должны построить свое, как я сказал, чеченское государство. Шейх Шуй, Анзор, Ичкерии, свободу. Свободу всем народам. Как вам сегодняшние переговоры между Арменией и Азербайджаном? Будет результат? Я, брат, если честно, особо не верю. Вот. Наш главный враг
той самой Армении и Азербайджана и всего Кавказа, это Россия. Пока Россия имеет какие-то интересы и присутствует на Кавказе, и имеет какое-то влияние, там не будет свободы, там будут эти конфликты, эти войны, которые есть, к примеру, между Арменией и Азербайджаном. Насчет конфедерации республик, это реально? Да, это реально. На самом-то деле это возможно. То есть в сегодняшней ситуации я не думаю, что мы можем прийти к этому. Но для этого нужно время. Нужно, чтобы многие поняли, что происходит на самом деле. АГ или AG, ассаламу алейкум салам, брат, ты можешь сделать специальную программу, посвященную тому, как и почему президент Ичкерии Аслан Масхадов назначил Ахмада Кадырова муфтием Ичкерии. Ну, я об этом много раз говорил. Про эту личность Кадырова я знаю очень хорошо, знал его лично. Вот. И сейчас просто повторюсь еще раз. Масхадов не назначал Кадырова муфтием. Кадыров был назначен муфтием еще во время Первой русско-чеченской войны. Он был назначен в 1995 году. Вот. До него был Алсабеков, имя сейчас не помню. Вот. Когда Алсабеков уехал в Казахстан, не объявил священную войну против России, вот тогда был назначен Кадыров и был назначен Джохаром Дудаевым, первым нашим президентом. Алан назад, так, брат, Анзор, можете сделать бот обратной связи в Telegram. Я как модератор хотел бы быть на связи с вами по некоторым вопросам. Если честно, я Телеграмом особо не занимаюсь, но можно было бы, да. А так у меня есть канал там, называется так же, как и этот YouTube канал. Так, Оля, Анзор, что скажешь по поводу Саакашвили? Ты посмотри, что это правительство с ним делает. Они его убивают. Неужели грузинское правительство тоже боится бункерного деда? Ну, скорее всего, не хотят портить отношения. Вот. А Саакашвили, ну да, ему не стоило ехать в Грузию в то время, когда его, ну, сейчас его, да, задержали. Нужно было понять, что он может быть захвачен, может быть, мог бы быть убитым. Вот. Но он поехал туда. Не стоило этого делать. Так, кто-то на каком-то языке пишет, я этого языка не знаю, я извиняюсь. Мелхи Борс, марш вол, саваш, марш вол. Валейкум ассалам, варатуллах. Сегодня у Фархада как раз посел ваш канал.
Аль-Батар, Анзор, твой отец, пытался связаться и поговорить с Ахмадом Хаджи, то есть с Кадыровым, когда стало известно о его предательстве. Нет, он никогда не пытался с ним связаться, это неправда. Как началась война, Вторая русско-чеченская война, Кадыров смотался в Москву, снял в себя маску и показал, что он на стороне убийц чеченского народа. То есть на стороне России, на стороне Путина. Вот. И после этого никакой связи Масхадова с Кадыровым не было. Не было. Единственное, то, что было, это, да, Масхадов действительно объявил его врагом чеченского народа. Вот. И сказал, что он должен быть наказан. Ну, русские его сами наказали на стадионе 9 мая. Так, главный вопрос на сегодняшний день. Кто знает, куда пропал Тумсо? Спрашивает облачный мир. Ну, я еще раз повторюсь. Я не могу ничего дополнительно сказать, потому что у меня нет информации. То, что я знаю, то, что мне говорят, что да, Тумсо действительно жив. Что произошло, как произошло, да, и у меня есть некоторая информация, но я просто не имею права это сейчас озвучивать. Валейкум ассалам. Амина Минг. Анзор, скажи, пожалуйста, когда мы снова увидим Тумсо, он жив вообще? Ну, я уже ответил на такой вопрос. Иншаллах, Тумсо выйдет, как всегда выходил в эфир, и сам все расскажет, иншаллах. Эль Тигре, ну, осетинский язык я не знаю, извиняюсь. Алан Азад, у Фархада сейчас эфир, может, созвонитесь? Ну, я не думаю, что у меня сейчас просто времени нету, я зашел на короткое время, а так потом как-нибудь созвонимся. Так, Ахмед Ибрагимов, Анзор, у меня к тебе вопрос. В начале года умер Руслан Хасбулатов. Аллах рахмет ласин. У меня вопрос, какого ты о нем мнения? Ведь о нем мнение у чеченцев крайне противоречивое. Ну да, ты прав, брат. Кто-то поддерживал его, кто-то не поддерживал, но сейчас этого человека нет в живых, и ничего плохого я говорить не хочу. В общем, вот так промолчу. Но все равно Руслан Хасбулатов остался в нашей истории, в чеченской истории. И, конечно же, жаль, что он принял сторону, пророссийскую сторону, еще в 1994 году, как он приехал к нам на чеченскую землю, стал рядом с оппозицией против нашего законного правительства во главе с Джохаром Дудаевым. Вот. Я считаю, что ему нужно было бы стать рядом с Джохаром. Вот. Алан назад. Хорошо, Анзор. Рад, что вы снова в строю. Да, в строю. Хотя некоторые тут
наверное, не хотели бы, ну не наверное, просто я сейчас не буду об этом говорить. Все это на потом. Но, альхамдулилlah, все хорошо. Миша, мама, Анзор, хоть ты не отвечаешь на мои вопросы, я благодарю тебя. Ты, так, настоящей ночи, прими мое уважение. Спасибо, Миша, мама. Но я пытаюсь отвечать на ваши вопросы. Где-то, может, как-то пропускаю какие-то вопросы. Я извиняюсь. Ну, на данный момент сейчас у меня техники нету. Вот, поэтому мне сейчас сложно на маленьком экране видеть сообщения. Вот. И это тоже одна из причин, почему я сейчас не могу часто выходить в эфир, как это было раньше. Вот. И есть кое-какие там события. Барт, что с Тумсом? Почему все молчат? Ну, я не знаю. Многие молчат потому, что не знают, что произошло с Тумсом. Вот почему молчат. Так, меня удивляет, после пропажи Тумсо он так сильно активировался. Ну, скоро разактивируется. Что я могу тут сказать? Вернется, он еще вам покажет. Да, иншаллах. Бакарди, валейкум ассалам. Скажи, пожалуйста, как вот насчет разногласий, там, распри, обвинения, там, и так далее, и тому подобное. Ну, я так, не называя имен, фамилий, скажу коротко. Если я где-то кого-то обвинил, я не просто так это сделал. У меня, значит, есть что-то, какая-то основа, какие-то факты. Вот. Но я никогда не занимался нападками, и, там, тем более оскорблениями, или не опускался на уровень, на тот уровень, в котором находятся вот эти другие. Я лучше останусь на своем уровне. Они тянут тебя вниз, там они внизу профессионалы, там они могут тебя добить. Так, сейчас мы... Аслан Сад, валикум ассалам. Дейр Сол Маршал, у тебя есть связь с бойцами? Как обстановка на фронте? Да, у меня есть с ними связь. Ну, я понял, ты сейчас про тех чеченцев, которые воюют в Украине против русских оккупантов. Принимает участие в войне против российских оккупантов. Так, да, есть связь у меня с ними. Есть. Так, Оля,
Анзор, как ты думаешь, в марте ЗСУ пойдут в контрнаступление и перейдут ли военные действия на территории РФ? Почему Запад не позволяет бомбить мордер Россию, короче? Я не знаю, у меня нет таких связей с Генштабом ЗСУ, и у меня никакой информации по поводу вот, контрнаступления на территорию России у меня нету. Но я считаю, что она это заслужила, Россия. Да, брат Мелхиборс, вопросы провокационного характера можно сразу удалять. Нужно даже. Аллах рейсхует. Саваш. Насчет уголовных дел, лишь Бродский. Ведутся ли они в отношении власти, так, в отношении оккупационной власти Ичкерии для предоставления международного трибунала? Ну, здесь я тоже так коротко скажу. Как нужно, не ведутся. Алла назад. Как Анзор, какие языки в чате разрешены? Любые. Любой человек может зайти и да, то есть можете писать на любом языке без проблем. Никто вам этого не запрещает. Да, все языки мира. El Tigre, thank you so much, Andor. No problem, you can speak English if you want. Хвала славянам, Европа, так. Это уже польский. Пишут. Вот такие дела. Я вот ждал, пока зайдут люди. И вот хотел потом уже сообщить, что как сегодня я узнал, прочитал на самом деле, сегодня я скажу так, что нас покинула еще одна чеченская Нана. То есть Нана это на чеченском языке мама. Вот. Это мама Мусы Таипова и сестра Джохара Дудаева, то есть первого президента Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому мне хотелось бы со своей стороны принести соболезнования всем родным, близким Джохара Дудаева и Мусе Таипову по поводу кончины его матери. Дал герч дуэльцун шаидзон метригдал дехалюэр иншалла ялсмен ахир буиш вайдабоныша. Дал дехал больше.
Аминь, я Аллах. Аминь. Так, Дмитрий, как вы оцениваете численность чеченцев, которые сейчас воюют в Украине против России? Ну, я сначала скажу численность вообще чеченцев по миру. Ну, скажем, пускай это будет чуть более 1,5 миллиона, там максимум 1,800,000 по всему миру, например. Точное количество не знаю. Вот. Нас не так уж и много. И я скажу, что во время 2 русско-чеченских войн у нас убито более 300,000 мирных жителей. Это исключительно мирные жители. Чуть более 300,000. Мы понесли колоссальные, огромные потери. Вот. И воевали столько, сколько могли, не имея никаких ресурсов, никакой поддержки. Сегодня, даже несмотря на все это, что мы находимся в такой ситуации, народ сегодня, чеченский народ, находится под диктатом России, вот, все равно есть часть чеченцев, которые сегодня воюют на стороне Украины против русских оккупантов. Я сейчас, конечно же, не буду озвучивать цифру, количество тех чеченцев, которые принимают участие в этой войне. Вот. Эль Тигре, выражая свои глубокие соболезнования, да обрадует Аллах ее раем, да воздастся Аллах многократным благом ей за такого сына, дарует терпение и стойкость ее семье и укрепит их на прямом пути. Аминь, я Аллах. Аминь, аминь, я Аллах. Это соболезнование по поводу кончины родной сестры Джохара Дудаева, первого президента Чеченской республики Ичкерия. Аминь. Алан Азад пишет: смерть Кадырову и его марионеткам. Ну, он сейчас находится в таком состоянии, что, наверное, уже, как тебе сказать, брат, лучше бы умереть, понимаешь, чем находиться в этом состоянии. Ну, все видели его опухшее лицо, а это не просто так. Это существо конкретно сидит на каких-то препаратах. А почему сидит, я об этом раньше говорил. Он доведен до этого состояния. Алёха Ордонеса. Так, Белготой. Анзор Сунхас Сахет. Разногласия. Шелш. Боха. Саваш. Со цанти разногласия. Йолшвац. Я цанти отвела ватсо. Но بعده sen pelkvætje så i dytter dolshavat. İşte homdu. Sundera hoşe pelkstavich atlicha dikherder. Tavan vay minuh çhol aduy khi anduy. Sa'a. İşte homdu. Asani pelkstaveten asani ya işte цершьяха цалясон. Я амбахер ца разногласия ши, ца разборг ши, ца цершьё, шоуше с хумштыч, и хумштил да луша ва создаем на улша дуя. С дукко соборду, да метки оч собордуса. Да,
Да, Анзор, ты прав, у Люлю уже не лицо и даже не морда. Да, там непонятно, какая часть тела уже вместо лица у него. Лучше вот так это прямо сказать. Действительно, там уже не разберешь. На английском это очень красиво звучит, но я просто не скажу, промолчу. Имя. Так, Мадик Духо Эфири Вела Сагат Делир Дер Сагат Дер Ашром Вар Ишт Цац Белхш Болша Цац Дадиш Хумша Дер Цац Юч Процесс Шер Так Ишт Цундера Эфири Цаволш Ляча Дер Волшу Хир Волшу Шадик Дель Караду Вот. Ишт Халдук. Рабадан Абдусаламов. Алейкум салам, брат. Анзор, ты слышал о батальоне имама Шамиля, воюющий на стороне Украины? Да, я слышал о... Алейкум салам, брат. Да, я слышал про создание этого батальона, но более подробной информации у меня нет насчет этого. Сейчас, секундочку. Опять про него. Анзор Завлеев, алейкум салам, маршуа. Валикум салам, Ибраим. Может провести аналогию различиями места так, Эмират Кавказ, да, и Горскую республику. Тебе покажется, что кураторы одни. Я не знаю, кто там, где куратор. Вот. Но я буквально сейчас недавно озвучил свое мнение насчет республики. Какое государство я вижу и хотел бы. Я стою на той позиции и придерживаюсь той позиции, которая была у наших лидеров, которые отдали свои жизни в войне против русских оккупантов. То есть они хотели наше свободное чеченское государство, то есть Чеченская республика Ичкерия. Мелхи Борс, мягкий гумдас. Ицукин, как это читается, не знаю. В общем, про Тумсо скажи, я не слышал от тебя ничего. Я не могу ничего сейчас сказать, потому что у меня нет никакой дополнительной информации. То, что раньше я сказал, я это сказал. То есть я, как знаю, могу лишь сказать, что на него было совершено покушение и что Тумсо жив. Вот, коротко. Так, где я?
Ахмед Ибрагимов насчет конфедерации горских народов и так далее. Но республика же, у нас же была Чеченская республика Ичкерия. Асят Мусаева. Я только что уже несколько раз отвечал на этот вопрос насчет Тумсо. Я ничего не знаю дополнительного. То есть я ничего сейчас говорить не могу. Алан Азад насчет создания территории, на всей территории Кавказа страну, типа Закавказской Демократической Федеративной Республики. Ну, если честно, Алан, я просто коротко скажу, я в это не верю. Ну, в такую идею. Халид бин Валид انظر ديل دوحة وطولم دوحة وطلم بيشبو كنتي دوحة ويتعقل خنبو شهيدة دوحة هيك دوش صوبر دوش من خيط مهوش ونور برت بي تعدي بوا так سوش سعدو از المداتي أزدايم نا وشتك إنسا بوخشتك دوخ برت ويش ديكاخر دو برت خلشي بين دال طولم صلا برت بيش خلشي برت ليوخ شويقوي يبلوخ شويقوي تنتاني ببرت تان ليتمير شي تا أفريس شي تار تاخد تا برت بلور بات إير دوس إنس ديل دوح يبلوخ شويقي قومن ويلي شويقوي تنز بلور ببرت تا أتماشك يشول تقوي سون اشتواري وشتواري بوخشة سونو قوق تخل تاق قوش خلقون برتحن بيزا يتسبيزا Так, Миша, мама, Анзор, дорогой, расскажи всем правду, как началось вторжение в Ичкерию, объявившее свою независимость. Все люди должны знать, не думать, как велит им телевизор. Ну, конечно же, тут на этом канале я выставил, скажем, более 800 видео. Вот. И как раз таки эти видео про русско-чеченские войны. И там очень много информации. Ну, я что скажу, посмотрите, смотрите, слушайте, распространяйте. Но, да, действительно, мы объявили независимость, пожелали, захотели жить свободно от этой страны, которая несет мир, страдания, горе всем народам, которые окружают Россию. Вот. И мы решили отделиться от этой страны. И Россия, как в то время еще, при Ельцине, сделала то же самое, что они сделали сейчас в Украине. То есть попытались разделить народ на какие-то группировки, на какие-то отряды, там, потом спонсировать, финансировать эти группировки, потом давать им оружие, чтобы это оружие стреляло против других своих же земляков, своих братьев. То есть Россия таким образом создала на нашей территории оппозицию. И эта оппозиция, как я сейчас сказал, финансировалась Москвой. Потом эту оппозицию вооружали не только стрелковым оружием, но и
боевой техникой, танки, там БТР, БМП, и даже вертолетами. И Россия горела желанием, чтобы начать войну на территории нашей республики, а потом уже сместить наше законное правительство и овладеть нашей территорией, то есть оккупировать ее. Но в первую очередь они захотели это сделать руками чеченцев, то есть так называемая оппозиция. И были попытки, там были бои в 1994 году между оппозицией и правительственными войсками. В сентябре, это было в октябре, в ноябре, кстати, 26 ноября 1994 года была совершена первая попытка штурма, захвата города Грозного. Штурмовали центр, в город вошло около 100 танков, и почти все эти танки были уничтожены. И в этих танках находились не только сами чеченцы, то есть те, о которых я говорю, оппозиция, но были же и офицеры, и, в общем, военнослужащие из элитных воинских частей, танковых частей. Это Кантемировская и танковые дивизии вооруженных сил Российской Федерации. И этот штурм провалился, были захвачены те танки, которые уцелели, и огромное количество трофеев, были захвачены военнопленные. И затем уже после 26 ноября, после этого неудачного штурма, Россия начала уже бомбить Ичкерию. Первые бомбы падали по центру города Грозного. Это, я помню, дом радио, банк, высотки там где эти вышки, радиовышки. И уже пошли первые жертвы. Еще в начале, до ввода войск, российских войск на территорию Ичкерии, начали убивать мирных жителей. И 11 декабря уже началась война. Ельцин, Россия, в общем, объявила войну 11 декабря и ввела свои войска. Вот так вот, коротко. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Сзади Анзора флаг, такие флаги у нас в Казахстане видел у молодежи. Да, это флаг Чеченской Республики Ичкерия. Так, я уже сейчас дочитаю и уже буду закругляться с эфиром. В общем, да. Алан назад, так, Анзор, кто признает Ичкерию в скором времени. Есть хорошие новости. Да, я сейчас мало в эфире,
Я имею в виду там с публикациями разных видео и так далее. Ну, работа ведется, общение есть. В общем, я думаю, что это будет Украина, это будут Балтийские страны. Первые, кто объявит о независимости, о признании Чеченской Республики Ичкерия. Но это будет сделано тогда, когда им это будет нужно, в первую очередь. Я говорю это так, открыто. Эль Тигре, нет, я не знаю, о ком ты сейчас говоришь. Алла назад, хорошо, я постараюсь насчет бота в Телеграме. Вот. И да, сейчас закругляясь, еще раз скажу, что в последнее время я просто не могу проводить эфиры, там, делать другие видео, да, там есть технические проблемы, у меня сейчас, в общем, можно сказать, аппаратуры такой нету. Это одно, второе, занят другими процессами. Все идет хорошо, работа продолжается и будет продолжаться. Теперь она будет в другой форме. На всякое негативное обращать внимание мы не будем тормозить и останавливаться. Сейчас Golden One, ну, я дочитаю ваши вопросы. В общем, то, что было в нулевых годах в Чечне, это я о чеченских повстанцах, которые сражались до последнего. Это не повстанцы. Это были вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия или чеченское сопротивление. Вот. И в основном, я скажу, воевали добровольцы. То есть это никакие не повстанцы. В нулевых годах, ну что, шла война. Шла война. Кстати, я буквально недавно выкладывал некоторые видео, где ведутся боевые действия, нападения на российских оккупантов. Как-то у меня просили тут, почему я не выкладываю вот именно такие моменты о войне и так далее. Так что можете посмотреть. Ну что еще, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и продвигайте видео, как это говорится. Я всех вас благодарю. Дай Аллах Всевышний всего вам наилучшего. Здоровья, мира и всего самого лучшего. Мир, иншаллах, будет. На этом я прощаюсь. До связи. Скоро увидимся, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.